Накануне в Москве на Поклонной горе прошел вечер Ингушетии. Ифтар был организован постпредством республики в рамках ежегодного культурно-благотворительного проекта «Шатер Рамадана». Здесь собрались политики, врачи, спортсмены, люди разного статуса и национальной принадлежности. Как знакомились с богатой культурой Ингушского края и что входило в меню, расскажет Мария Мистоева. Шатер Рамадана уже давно стал для всех мусульман ежегодной традицией. Любой желающий может прийти сюда после долгого дня поста и в большой компании представителей своей уммы разговеться. Уже который год московский шатер Рамадана устанавливают на площадке возле мемориальной мечети на Поклонной горе. Ближе к вечеру здесь начинают собираться люди, а в шатре уже после обеда кипит бурная деятельность. Волонтеры расставляют по столам фрукты и ягоды. Основные блюда будут позже, после того, как прозвучит азан. Этот ифтар вполне можно назвать тематическим. Сегодня здесь проводят вечер Ингушетии, который не смог бы пропустить и глава нашего региона. Сплочение всех людей, разной национальности и в том, что разные веры здесь тоже присутствуют, в том, что я не православный, в том, что и в прошлом году, и в этом году люди приходят, те, которые хотят поучаствовать в этом важном мероприятии, не столько даже покушать, сколько на мероприятиях поучаствовать. А так очень важно, что такие мероприятия организовываются, и вот эта тема, она хорошая, она баракатная тема, она пошла по всем регионам России, потому что в Ингушетии сейчас везде мы видим в городах шатер Рамадана. Поэтому спасибо всем организаторам и в первую очередь шейху Равиду за то, что он выступил инициатором. Московским властям бесспорно огромное спасибо за то, что пошли навстречу верующим. А советник главы региона по религиозным вопросам Магомед Хаджи Албагачиев считает, что проведение таких тематических вечеров позволяет ближе познакомиться с культурой того или иного народа, узнать чуть больше о братьях по вере и их традициях. Через призму ислама, если мы посмотрим, все мероприятия, которые здесь собираются именно мусульмане, верующие, это значит смысл чего? Какая-то здесь мудрость заключается в том, что мы здесь сближаемся, взаимообогащаемся и любовь наша укрепляется друг к другу. Вот это самый главный смысл таких вечеров. Где бы мы не встречались, где мы встречаемся, в том числе в мечети встречаемся, поэтому это очень большой смысл имеет. Шатер Рамадана начал наполняться людьми. Здесь и политики, предприниматели, врачи, спортсмены. Словом, люди разных профессий, возрастов и национальностей. Все они сегодня смогут не только разговеться, но и окунуться в богатую культуру и историю нашего края. А начался вечер Ингушетии с небольшого презентационного видеоролика. Ездил. В переводе с ингушского обладающие высокими духовными качествами. А после председатель Духовного управления мусульман Шамиль Аляутдинов по сложившейся традиции зачитал гостям аят дня. О те, которые веровали, кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу. То есть та же самая обязательная молитва, да? Поясной поклон, земной поклон. Для чего? Для того, чтобы поклониться Богу. Но это ежедневная дисциплина пред Богом. 5 раз в сутки. Магомед Харсиев, который прославился тем, что перевел Коран на ингушский язык, сегодня презентовал вторую часть тафсира Священного Писания. Один из первых экземпляров издания он вручил в дар председателю Дум Шамилю Аляутдинову. Второй том перевода Корана хочется вручить сегодня Шамилю. Первый том в прошлом году мы вручали, а второй том в этом году. Этот вечер организован постоянным представительством Ингушетии при президенте России. Целый месяц сотрудники постпредства продумывали все до мелочей. От структуры вечера до костюмов ингушских волонтеров. И даже десерт, 3 торта были оформлены в национальном стиле. Это и флаг Ингушетии, герб, башни и, конечно же, красота наряда горянки. Довольны, недовольны, это уже у гостей надо спрашивать. Мы очень надеемся, что гости останутся довольны. В этом году у нас приложили усилия абсолютно все постпредство было задействовано, здесь они были, все присутствовали. На мой взгляд, все получилось неплохо, отработали хорошо, за что им спасибо. Кстати, костюм самой девушки украшен старинным серебром, которое по традиции передавалось из поколения в поколение в ее семье. Волонтеры уже разносят по столам основные блюда. До азана остались считанные секунды.
Кстати, большая часть сегодняшнего меню состоит из блюд ингушской кухни. Но вот звучит азан, после которого верующие делают дуа и съедают финики, ознаменовывая этим окончание еще одного дня поста. Сегодня в этом шатре не только мусульмане Ингушетии. Алсу Тагирова – татарская мусульманка. Женщина признается, что не так много знала раньше об Ингушетии, но теперь она планирует приехать в гости. Вот мне понравилось, что в Ингушетии мусульманская почти там сколько-то процентов, да, всего русских, да, почти 100%, как в Египте мусульманская страна, а в Ингушетии почти такое же количество мусульман, поэтому мне понравилось, вот хотелось бы посетить. Если вот тур какой-нибудь предложит, скажут, удивительная страна, мне кажется, да, тем более своих можно пообщаться, помолиться, вот, очень приятно. А Илья Агамов работает в постпредстве нашего региона. Но после просмотра всей программы и попробовав национальные блюда, он твердо решил, что хочет побывать в крае башен и легенд, чтобы увидеть все своими глазами. После всего увиденного и слышного, естественно, у меня появилось острое желание посетить республику Ингушетию. Как только у меня появится такая возможность, я обязательно скатаюсь не только в равнинную часть, но и обязательно посмотрю горы, башенные комплексы. Но не только я хотел бы обязательно побывать в городах республики, посмотреть, как она преобразилась за последние десятилетия. Среди гостей вечера были те, кто приехал из другого города, чтобы принять участие в мероприятии. Но есть и те, кто о готовящемся вечере Ингушетии узнали буквально в последний момент. Мне позвонил трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, как есть, и сказал, что ты знаешь, что сегодня день, ингушский день в мечети московской на Поклонной горе. Я сказал, знаю. Он говорит, нам надо обязательно посетить. И вот мы здесь пришли, посетили с большим удовольствием. Идем сейчас. В Фейсбуке или в Инстаграме увидел, что сегодня ингушский день. И удачно так получилось, что недалеко от этого места находился. Я сперва подумал, что это в центральной мечети, там на проспекте Мира, туда бы я не доехал. Сразу позвонил Алихану Харсиеву, тем более, что мы здесь рядом находимся. И мы пришли и с удовольствием поучаствовали в этом богоугодном деле. Впереди еще 2 недели священного месяца Рамадан. И за это время москвичи и гости столицы смогут посетить тематические вечера ифтара разных субъектов. Не только России, но и всего мира. Мария Мистоева, Лейла Павлова, студия Казань Клаб Медиа, Новости 24.